Многим людям кажется, что они очень хорошо понимают сетевой маркетинг. К сожалению, сетевой маркетинг это намного больше, чем мы думаем с вами. Это правда. Вот прежде чем начинать, давайте сначала я спрошу у вас, что такое сетевой маркетинг? Пожалуйста, напишите мне. Построение сети еще это бизнес-отношения. Еще это любовь, это жизнь, это работа. Ого, командный бизнес, это бизнес. Бизнес-рекомендации, возможности. Ага. Продажа себя, ух ты. Концепция реализации товаров и услуг, основная на создание сети независимых дистрибьюторов и так далее. Спасибо, дорогие мои. Я понял вас. Спасибо. Я понял. Внимание обратите. Галина хорошо сказала, одни и те же действия на постоянной основе приход. Это стиль жизни, работа на себя, это команда единомышленников. Я понимаю. Дорогие мои, все ответы правильно. Действительно, все ответы правильно. Давайте я кое-что добавлю. Интересно ли вам и мое мнение? Внимание обратите. Когда говорим о сетевом маркетинге, много людей его представляют по-разному. Вот представьте, что вот ответы, которые сейчас мы с вами слышали, они все похожи, знаете на что? Если я у вас спросил бы, что такое машина, и вы мне сказали бы, вот так, вы сказали бы, это лобовой, это зеркало, это кресло, это колесо, это руль, и так далее, и так далее, и так далее. Если сейчас я спросил бы у вас, что такое машина, вы так ответили бы, это было бы действительно похоже на тот ответ, который сейчас каждый из нас говорит про сетевом маркетинге. На самом деле все ответы правильно, но они дают представление одного деталя сетевого маркетинга, одного какой-то, можно сказать, его частей. Но самое глобальное, так и остается неясными, так и неизвестными. Теперь внимание обратите. Общая картина сетевого маркетинга, вот его это мы так и не узнаем здесь. Поэтому очень важную роль играет, полное понятие картины сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг намного больше, чем мы думаем с вами. Я повторю, сетевой маркетинг намного больше, чем мы сказали сейчас с вами. Это намного масштабнее, намного больше, чем мы думаем с вами. Она по-другому. Кто приходит в сетевой маркетинге, если он понимает его глубину сетевого маркетинга, поверьте, он так раскрывает себя. Сетевой маркетинг действительно станет причиной изменения его жизни. Сетевой маркетинг становится лестницей, которая изменяет его личностный рост, изменяет его духовный интеллект. Например, что вы меня правильно поняли, вы заметили, что со стороны окружающий мир относится к сетевому маркетингу, как будто сетевой маркетинг чуть ниже их достоинства. Вы заметили этого хоть разу? Окружающий мир смотрит на сетевой маркетинг, как будто это, знаете, вот так. Это бизнес, который как будто не для них. И для окружающего мира, когда вы рассказываете о сетевом маркетинге, большинство из них, из 10, 8 из них, скажем, иногда 9 из них отрицают этот бизнес. А почему они это отрицают? Сейчас вы поймете. Почему до них не доходит, что это нормальный бизнес? Но вы видите, что есть люди, которые в этом бизнесе преуспевают. Вы видите, что есть люди, которые изменяют свою судьбу, изменяют свою жизнь. Но когда вы об этом говорите другим, в глазах других людей вы выглядите ненормальным человеком. Это правда. Они смотрят на вас и не понимают. Теперь внимание обратите. Сам по себе сетевой маркетинг, это стать причина, пожалуйста, внимательно послушайте, это стать причина изменения людей к лучшему. Вся философия сетевого маркетинга именно это. Например, это служение.
Например, то же самое косметика, то же самое бади, то же самое продукцию можно купить в магазине. Например, да? Скажем, что если ваша компания эту продукцию распространяет по аптекам или по магазинам, люди могли бы подойти в магазин, приобрести эту продукцию. Но тогда они имели бы отношение только с продукцией. На них ничего не было бы способа влияния. Например, люди покупают продукты на прилавках магазинах, и нету никаких последствий. То есть нету последствий в отношениях. В отношениях нету последствий. А с того маркетинга продукт является это всего лишь ловушка. Доход тоже является ловушка, чтобы пригласить людей в этом бизнесе. Потому что людям нужны деньги. Они хотят зарабатывать. Через таким способом ты можешь большее количество людям повлиять на их жизни, чтобы они выросли, они изменились. Например, кто из вас заметил, что когда вы начали прийти с тобой в маркетинге, вы начали читать книги больше? Кто из вас это заметил? Пожалуйста, просто ставьте плюс. Возможно, раньше вы в год 1-2 книг читали или 3, и тут вы начинаете читать больше. Внимание! Вы заметили, что когда вы пришли в свой маркетинге, вы начали самообразованием заниматься, вы начали развиваться. Кто из вас это заметил, ставьте единичку. Что после сетевого маркетинга вы начали посещать тренинги, вы начали посещать семинары, вы начали ездить на учебу. А теперь внимание обратите. Кто из вас заметил, что после сетевого маркетинга кто из вас заметил, что после того, когда вы пришли в сетевом маркетинге, вы стали более раскрепощенны, более свободны. Как-то, например, теперь меньше, то есть у вас страх ушло подойти к чужому человеку, звонить чужому человеку. Ставьте тройки, кто это заметил. Отлично. Отлично. Теперь внимание обратите. Кто из вас заметил, спасибо, кто из вас заметил, что на самом деле сетевой маркетинг изменил вас к лучшей сторону? Она как-то в вашем характере вызвала такой, знаете, вот так, сила, такой надежность, знаете, вот так. Вы стали более, можно сказать, сильным человеком. По сравнению, кто были вы раньше. Ставьте пятерку. Кто это заметил? Отлично. А теперь скажите мне, пожалуйста, ребята, звук нормально или громко стал слишком? Если слишком громко, чуть-чуть. Фонит? Тогда уменьшу чуть-чуть. Вот так нормально? Потому что я его чуть-чуть громко сделал. Поэтому, наверное, фон появился, потому что его громко сделал. Вот сейчас лучше стал, да? Отлично. Хорошо. Вот так. Нормально, да? Спасибо. Теперь смотрите, дорогие мои. Внимание обратите. Кто из вас заметил, что, проходя в сетевом маркетинге, вы начали больше путешествовать, большего понимать, и вы начали свой кругозор вокруг себя, то есть у вас вокруг вас начали появляться много других людей. То есть у вас начался новый этап жизни. Ставьте десятку. Вот она.
Именно это есть твой маркетинг, ребята. Это означает, что твой маркетинг – это самому измениться, помочь большее количество людям реально стать лучше. Это площадка, где можно поделиться своим успехом, своим счастьем, вдохновить других людей своим достижением. Потому что наши успехи помогают многим. Наши неудачи никому не помогают. Вот это именно здесь происходит. В твоем маркетинге. Люди приходят, люди, которые потеряны. Люди, которые иногда не нашли себя. Иногда приходит к нам человек, иногда побывал там, побывал еще там, побывал еще там. Только где он не побывал. И приходит с надеждой, что вдруг я здесь найду себя. Думаю, что каждый из вас, до того, когда пришли в эту компанию, в которой вы работаете, скорее всего, 3-5 месяцев разные профессиями работали даже. И вы пришли в этот бизнес с надеждой, что вдруг он поможет. Вдруг именно это то, что я искал. Это то, что мне нужен. Вдруг именно это то, что мне нужен. Вот она так. Уловили? Значит, что такое свой маркетинг? Когда мы говорим о полноценном понятии формации маркетинга, это помочь большее количество людям стать лучше, стать как человек сильнее. Вот она. Кто понимает этого, он должен делать одну вещь. Надо понимать, что твоя миссия – это служить людям, стать мостиком, на который люди могут пройти. Не над головой людей двигаться, а стать мостиком, пусть люди пройдут через тебя. Вот тогда ты растешь. Ты станешь причиной роста других. Вот она супер. Например, ты лидер, твои слова, твой успех, все это вдохновляет человека, который вот только-только пришел оттуда, смотрит и потихонечку тянется вверх. Вот она что. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас меня своим сердцем послушал? Не ушами. Ушами забудешь. Кто из вас своим сердцем меня послушал и понял, что вы делаете очень доброе дело в этом мире. Вы делаете то, что могут принести огромное благо в этом мире. И это то, что люди сами в деньгах не могут купить себе. Человек не могут деньгами это купить, понимаете? Этого только можно сделать, если рядом находятся такие люди, которые помогут тебе двигаться вперед. Только так. Вот она. Спасибо. А теперь внимание обратите. Спасибо. Отлично. Теперь, но когда вы идете, вы хотите стать лучше, когда вы хотите стать лучше, когда вы хотите стать больше, чем кто есть, когда вы хотите иметь больше дохода, больше знаний, больше успех и так далее, и так далее, и так далее, сознание человека, она именно ограниченная мысли. Например, ваш доход – это показатель уровня вашего мышления. Например, любая вещь в этом мире имеет стоимость. Все имеет свою стоимость. Абсолютно все имеет свою стоимость. Например, вы пойдете в магазин, купите какую-то продукцию, она имеет стоимость. Вы идете к юристу, заказываете его услугу, она стоит что-то. Адвокат стоит что-то. Врач личный стоит что-то. Преподаватель стоит что-то. То есть получается, что любой навык и любое знание рынок оценивает. Она имеет какую-то стоимость. А теперь самое интересное. Не вы назначаете цена. Цена назначает рынок. Это означает, что такая вид услуга или такую продукцию другие по какой цене готовы реализовать. Рынок определяет стоимости, ваши знания, ваши умения. Не вы сами. Рынок определяет. Вот она интересна.
Это означает, что, внимание обратите, доход человека – это стоимость его навыки, умений. А теперь, что является фундаментом его дохода? Это его мышление, его уровень понимания. Как вы думаете, что такое мышление? Что такое мышление? Я сегодня хочу помочь вам, чтобы вы приобрели мышление профессионального сетевика. Что такое мышление? Как вы думаете? Пишите свое мнение. Пожалуйста, напишите свое мнение. Это мировоззрение. Правильно, Анна? Мировоззрение, образ мысли, всегда позитивный. Осознание того, что ты сможешь всего легко добиваться. Твой взгляд на жизнь. Применять знания. Психический процесс моделирования закономерности окружающего мира на основе аксиоматических положений, знаний человека. Угу. Ого! Твое видение картины мира. Правильно. Спасибо. А теперь внимание, братья. На самом деле это правда. Наше мировоззрение формируется из этого. Картинка мира, наши представления формируются из этого. Это все правильно. Внимание, братья. Внимание, братья. Мышление – это есть уровень понимания. Насколько ты понимаешь. От уровня понимания человека возникает уже его точка зрения. Это формат мировоззрения и так далее. Это формируется от уровня понимания. Потому что в голове человека могут появиться только те мысли, которые он способен понимать. В голове человека не могут появиться мысли, которые он не способен понимать. А теперь внимание обратите. Глаза человека видят то, что позволяет его ум. Человек не видит глазами, человек видит умом. Ум видит всегда впереди, на несколько лет вперед, на несколько шаг вперед. Например, показателем или доказательством того, то, что я говорю, что является доказательством? Одежда, которую мы носим, еда, которую мы кушаем, лекарства, которые мы пьем, техники, которые мы используем. Это все когда-то не было. Это все когда-то были чьи-то мысли. Это все кто-то видел в уме. Почему одни люди успешны в жизни, другие нет? Успешны в жизни те люди, которые смогли видеть возможности раньше других. Вот эти люди успешны. Вот эти люди, они видели возможность раньше других, и они взяли за это. Значит, глаза человека видят то, что позволяет его ум. Мышление – это уровень понимания. Но мышление, вот это сознание людей многих, она ограничена. Когда придет в твой маркетинг, сознание человека полностью ограничено. Он не видит, это масштаб, он не видит. Поэтому, когда вы новыми людьми разговариваете, они начинают не видеть этого. Им очень сложно понимать, что вы им говорите. Это правда. Они реально, им сложно это понимать. Теперь внимание обратите. Но когда вы придете в свой маркетинг, или вообще, когда человек хочет стать успешнее, любой человек, когда хочет стать успешнее, с чем он сталкивается? Самый первый он сталкивается с барьерами, с испытанием. Испытание. Уловили? Испытание. Чем больше вы пройдете эти испытания,
тем растете. А я хочу сказать, что в сетевом маркетинге много испытаний. Вы больше всех сталкиваетесь с отказами, с возражениями. А вот это есть те барьеры, которые начальные, а это есть барьеры. В любой компании сетевого маркетинга я вижу, что есть определенные проблемы. А эта проблема связана с тем, что человек должен расти. А что, в вашей жизни нету проблем? В вашей жизни нету барьер? Она везде есть. Те проблемы, которые сегодня в вашем бизнесе возникли, это есть тоже самые те барьеры, которые надо пройти. Цена успеха оценивается именно через чего ты прошел. Внимание обратите. Через чего ты прошел. Через чего пришлось тебе пройти. Это есть цена успеха. Да, да. Скажите мне, пожалуйста, дальний момент в вашем бизнесе, есть разногласия? Есть барьеры, есть причины, которые иногда могут тебя остановить? Есть? Есть слухи? Есть негативы? Или нет? Вы замечаете этого? Знаете, я встречаю людей, которые постоянно говорят, если бы все было бы хорошо, если это не было бы вот так, если бы меня не подвели бы, если бы меня не разочаровали бы, если бы мне кто-то помог бы, если бы у меня были бы дополнительные деньги, если бы у меня муж поддерживал бы, если бы у меня не подвел бы партнер, если бы люди понимали бы, за мной пошли бы, если бы я мог бы говорить как другие, если я был бы более уверен в себе, если бы мне хватало бы терпения, если бы я мог концентрироваться как ты, если бы у меня хватало бы знаний, как это делать, если бы все не было бы против меня. Вы слышите эти слова постоянно? Согласны? Это есть барьеры. Но вы должны осознавать кое-что. Кое-что вы должны понимать. Вам надо выбирать самому. Я заметил, что несколько глобальных барьеров есть. Глобальные барьеры. Я скажу их несколько. Несколько из них. Самый большой барьер в вашей жизни для достижения успеха – это неопределенность. Неопределенность. Многие люди приходят в этот бизнес, и в том числе в вашей компании, они думают, я попробую себя. Если получится, хорошо. Если не получится, ничего страшного. Они относятся именно так. Когда есть определенность, внутри человек не определил, кем я хочу быть в этом бизнесе. Когда человек не определяется, и тогда он просто лишь бы ходит. Он ищет только свою выгоду. Вы знаете, когда изучал мышление богатых и бедных людей, и я написал книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей», 54 категории отличий мышления богатых и бедных людей. Одна из главных отличий заключается в том, что у кого бедное мышление, они всегда думают о том, что я получу. Они всегда думают о том, что даже на работу устроиться, это психология наемного работника. Даже на работу устроиться, первое, что интересуется, что будет мне это, какие соцпакеты, сколько выходных, сколько у меня премий. Он только думает об этом. И внимание обратите. То есть, одно из глобальных отличий мышления бедных людей, они всегда думают о том, что я за это получу. А мышление богатых людей
Смотрите, одно из глобальных мышлений богатых людей. Они постоянно думают, что я могу создавать и отдавать миру. Что я могу преподнести миру, то, что нету. Что я могу давать, то, что взамен я могу стать успешным. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Нас делает богатым не то, что мы берем. Нас делает богатым то, что мы отдаем. Повторите за мной. Нас делает богатым то, что мы берем, а то, что мы отдаем. Это означает, чем больше ты отдаешь, чем больше ты создаешь ценности, чем больше ты донесешь эти ценности, облегчаешь жизнь других людей, ты больше зарабатываешь. Продаю еда. Если я продаю еда, чем больше людей я кормлю, я больше зарабатываю. Если я продаю обувь, чем больше людей я обуваю, я больше зарабатываю. Если вы продаете бади, чем больше количество людей попробуют ваши бади и улучшать свое здоровье, тем больше ты зарабатываешь. И этим я хочу что сказать вам. В данный момент у вас в команде раздор. В данный момент у вас внутри компании раздор. И вы это знаете. А знаете, какие люди этот раздор создают? Именно те люди, которые просто пришли сюда, просто чего-то брать просто так. Вы меня поняли? И я читаю, что как хорошо, что компания через это сейчас происходит. Компания должна через это пройти. И это фильтрует. Это фильтрует ненужных людей. Это барьер останавливает то, что ненужные люди. С такими людьми ты далеко не пойдешь. Вы понимаете, о чем идет речь? Но если ты успешный, если ты хочешь добиться большего, ты можешь либо смотреть на это, либо смотреть на то. Что для вас важнее? Важнее сказать, что «Вау! Как мне не повезло! Меня обманули! Меня подвели!» Или что вам важнее? Взять, построить бизнес, построить доход, помогать большее количество людям и показать самому стать примером, показать людям, что это возможно. В 2008 году я был банкротом. Я был в долгу 174 человека. Потому что я привел одну инвестиционную программу в Казахстане и Кыргызстане, Средняя Азия. Я привел просто тренера, и он начал предлагать инвестиционные программы, я даже знать не знал. Я не знаю, что за моей спиной моя администрация, он нанимал на работу моего исполнительного директора и моего бухгалтера. И они собирали деньги, отправляли ему. Я даже знать не знал об этом. Но факт, когда все, банкрот, не получилось. Это не потому, что он так был плохой человек. Иногда в бизнесе что-то не получается. И люди все побежали в мой офис. Люди, которые я не видел, и люди, которые я не знал. Они приходили, мне сказали: верни нам деньги. Я сказал: подожди. Почему я тебе должен деньги? Он говорит: я в твоем офисе отдал деньги. Кому отдал? Вот там. Ну иди у него спроси. А вы знаете, я вернул всем этим людям около $2 миллиона. Потому что мое имя дороже, чем все это. Чтобы показать, как можно справедливо трудиться. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы что должны делать? Вы должны делать следующий шаг. Что для вас важнее? Вы пришли в этот бизнес, чтобы построить бизнес, построить доход, построить будущее? Или вы пришли в этот бизнес, чтобы просто временно побывать, чего-то просто захватить и убежать? Я рад, что с компанией происходит сейчас в данный момент такое. Я рад. Почему? Потому что я знаю Светлану. Я видел ее. И она очень богобоязненный человек. Запомните, золото не смешивается с грязью никогда.
Откуда вам знать? Может быть, все то, что происходит в данный момент с вашей компанией, это милости Божьей к вам? Откуда вам знать? Поверьте, в тот момент я был недоволен, что со мной так произошло. Но теперь я счастлив. Теперь я счастлив, что Господь меня через это провел. Это было для меня мощное испытание. Господь меня готовил к великим будущим. Это была милостыня Аллаха ко мне, что я прошел через это унижение и боль. За то, кем я стал. Какой навык у меня. Понимаете? Решая эту проблему, у меня к себе уважение стало совсем другого уровня. И это вызывает восхищение, уважение со стороны других людей. Этим я хочу сказать, вы должны понять, что жизнь, особенно дорога к успеху, это похожая езда на велосипед. Я повторю, жизнь, это похожая езда на велосипед, особенно дорога к успеху. Если вам трудно, если вам тяжело, морально или душевно, значит вы на подъем. Вы меня поняли? Если вам тяжело, если вам трудно, значит вы идете на подъем. Вы растете. Кто меня понял, ставьте стоп. Нет, Анна, это не так просто понятно. Поверьте моим словам. Это понятно, когда ты живешь этим. Вот она что. Вот она. И поэтому первый барьер – это неопределенность. У меня к вам вопрос. Пожалуйста, принимайте решение. Принимайте решение, кем вы себя видите в этом бизнесе, кем вы себя видите в этой компании. Напишите эту статус. Я хочу его видеть. С какими доходами видите себя? Не надо писать, пишите свое решение. Повторяю, не надо писать свои желания. Ваши желания не работают. Нужно так. Свое решение. Пожалуйста. Да, пишите. И эту запись мы сохраняем. А потом временами посмотрите эту запись. Отлично. А остальные почему думают? Сюда писали всего 20-30 человек, а тут много народа. 1 000 000 рублей в месяц. 10 ранг. Если вы приняли решение, у вас великое будущее. Помните, ваш мозг работает особенным принципом. Ваш мозг действительно действует по особому принципу. Если вы можете принимать решение и держать это решение, это цель, не забывать его и постоянно причитать его, вы это достигаете. Я расскажу вам одну историю. У меня есть ученица, его зовут Зауре. Она живет в городе Уральске. У нее стоматологический кабинет.
я обучаю многих бизнесменов. Очень многих бизнесменов. И она уже 2 года учится у меня индивидуально. Когда она встретилась со мной, у нее была 3-комнатная квартира, и там было всего 3 кресла. На первом этаже 3-комнатная квартира, стоматологический кабинет. Когда я начал поработать с ней, я понял все нюансы его бизнеса, у меня пошло видение. Я ей сказал, я вижу в твоем бизнесе 3-этажное здание, именно где-то в районе 15-20 кресла. И я вижу именно такого системы работы в твоем бизнесе. И потом я дал задание начинать уже думать, как до этого дойти. Через неделю она мне звонит и говорит, Давлатов, наставник. И я подумал, может быть мне в Астане построить это? Может быть мне в Астане покупать? Я говорю, ну ладно, хорошо. В общем, 2 года мы колебались. То в Астане, то в Алмате, то в Уральске. 2 года мы потеряли. Через 2 года однажды она мне звонила и говорит, наставник, все-таки я поняла, может быть все-таки останусь в Уральске. Я говорю, ну хорошо. И через 3 дня она мне звонит и говорит, наставник, вы не представляете. Я нашла именно такое здание, именно в том районе, который в самом начале вы рекомендовали. И вы представляете, ближе к той цене, которую мы написали, новое здание, именно 2-этажное, как вы сказали. И там у меня помещается 14 кресел. И я поставила, кроме лаборатории, рентген и так далее, столько-то помещается. И она говорит, знаете, я в шоке. Она мне говорит. А я говорю, почему ты в шоке? Она говорит, почему я столько-то времени не видела это здание? Оказывается, это здание 2 года уже на продаже. Я ей сказал, дело не в том, что за 3 дня эта вещь появилась, нет. Дело в том, что ты принял решение. Как ты принимаешь решение? Вселенная начинает помогать тебе, начинает вести тебя. В тот момент, когда человек принимает решение, перед него открывается новый путь. Он начинает видеть свое будущее. Определенность большой роль играет для достижения успеха. Поэтому, почему, если вы внимание обратили, на долю жизни успешных людей больше проблем, на долю жизни успешных людей больше затруднений, чем жизнь обычных людей. А как они преодолели эти барьеры? Потому что они видят конечную цель. Они видят, куда они двигаются. И они не поддаются на мнение других людей, сплетни других людей, на некие препятствия и проблемы, которые по пути возникают. Потому что они видят ценность свое видение. Они идут туда, именно на это. Значит, я посмотрю, вы многие из вас написали, 10-й ранг, 1 миллион в месяц, супер, до конца года. Директор 7-го ранга. Отлично. Ребята, я вас лицо не вижу, но вы видите мое лицо. Это ваше решение, ваше будущее. Запомните об этом, пожалуйста. Вы, возможно, друг друга знаете. По крайней мере, по именам знаете. Но запомните, следите друг за другом. Уловили? Никогда не соглашайтесь с теми людьми, которые тащат вас вниз. Никогда не идите за теми людьми, которые направляют вас, то есть отдаляют вас от вашей цели. Никогда это не делайте. Дальше, внимание обратите. В сетевом маркетинге есть много барьеров. Одно из барьеров это эмоциональный барьер. Эмоциональный барьер, все люди поддаются эмоциям. Все люди. Но эмоциональные барьеры бывают разного вида. Если у кого-то не получается в этом бизнесе хороший успех, это связано с этими барьерами. Больше ни с чем. В мире нету легкий бизнес, как сетевой маркетинг. Однажды кто-то меня спросил, что такое сетевой маркетинг? Я сказал, это просто ты рассказываешь, и за то, что ты кому-то что-то рассказывал, за это тебе дают деньги. А потом ты берешь эти деньги, идешь еще другим рассказываешь, еще тебе дадут деньги. А потом ты снова рассказываешь людям, что ты получал столько-то чек, ты получал такой доход. И ты создаешь эту историю, снова рассказываешь. Потом тебе дадут путевку. Потом ты путешествуешь, и там отдыхаешь, фотографируешь, возвращаешься, и эти фотографии показываешь многим людям, и за это еще тебе дают деньги. Я сказал, что если ты действительно
когда возвращаешься, показываешь эти фотографии многим людям, у тебя начинает появляться много сторонников. Сетевик это тот человек, который красиво хочет одеваться, хочет много друзей иметь. Вот он хочет общаться, хочет быть богатым. Это естественные вещи. Вот твой маркетинг это такой. Теперь, вторая вещь. Это эмоциональный барьер. Эмоциональные барьеры, которые держат человека, который хочет заниматься твоим маркетингом, это какие? Боязнь неудачи. Что скажут люди? Неизвестность. Многие люди думают, что вот знаете, кому-то подходить, кому-то предлагать, кому-то рассказывать, это якобы ниже их достоинства. Дорогие мои, если вы так думаете, лучше не занимайтесь этим бизнесом, потому что это не твое. Но если вы хотите зарабатывать по-настоящему, если вы хотите добиться успеха по-настоящему, надо перебороть эти барьеры. Перебороть. Да. Перебороть эти барьеры. Если вы можете перебороть эти барьеры, у вас великий будущее. Скажите мне, пожалуйста, у каждого человека есть внутренний какая-то, знаете, вот какой-то внутренний барьер, который держит его. У каждого человека они есть. У кого-то она бывает так. Ходить к незнакомому человеку предлагать. У кого-то выступать перед публикой. Ощущение, что еще не готово. У кого-то ощущение, а что вдруг, если не пойдет. И так далее, и так далее, и так далее. Много похожих барьеров есть у людей. У каждого она по-своему. Неуверенность в себе. А что если вдруг? Вот такое. То есть некий какой-то внутренний барьер. Возможно, это страх назвать можно. Вот такая. У кого из вас есть какой-то внутренний такой иногда, но она свое. Иногда сомневаюсь. Пожалуйста, пишите, какой барьер у вас иногда бывает. Потому что я сейчас буду ответить, и это поможет вам справиться с этим. Эмоциональный барьер, либо психологический барьер. Пишите, пишите. Какой барьер есть, пишите. Но пишите правду. Почему? Да. Пишите правду. Страх отказа. Иногда стыдно. Стеснение. Ну, вот вроде бы столько-то хорошее образование, хорошие посты занимаешься, хорошая работа, хорошее место работаешь. Зачем тебе это надо? Кто-то же так может подумать, да? А ему это, наверное, не надо, да? Заранее думаем иногда так. Ого, скажешь, что это да. Отлично. Какая вы молодец. Подумай, что ерундой занимаешься, да? Понимаю. Надо ли это людям? Не хочу навязывать людям. Вдруг выгляжу, что я ему что-то навязываю. Супер. Страх в том, что я могу людей пригласить, а потом вдруг обнадеживаю, а потом вдруг что-то не получится, разочаруется. То правда? Думаю, что это человеку не интересуется, а потом со временем увидишь, что он там. Я понимаю. Спасибо. Тогда кое-что будем работать. Готовы работать? Готовы? Отлично. Отлично. Те вещи, которые я сейчас буду говорить, дорогие, вы ни в одном книге не найдете. Потому что это моя научная разработка. Это научное исследование, которое я провел, пришел к этому пониманию.
Теперь ничего не пишет в чате. Не комментировать мои мысли. В чате пишите только тогда, когда я попрошу, чтобы не отвлекать друг друга. Конечно, вы очень умные мысли пишете, но пишите их когда попрошу. Договорились? Чтобы не отвлекать внимание. Хорошо? Теперь внимание. Пожалуйста, внимательно послушай меня. По своей природе, все люди, когда рождаются, они позитивные. Ни один ребенок не говорит, что я вырасту, стану неудачником. Я ни разу не видел ни одного ребенка, который сказал бы, я мечтаю вырасти, стать бедным. Но, к сожалению, в взрослой жизни большинство людей так и не могут стать успешными. Оказывается, когда человек рождается, он позитивный, он положительный. Все люди такие. Поэтому они мечтают, что я вырасту, стану кем-то. У них надежда о великом будущем. Но в процессе роста жизни, в процессе развития человека, язык любви родителей, язык любви общества, каждый раз, когда человек проявляет какую-то инициативу или что-то хочет, или что-то, он же не понимает, он так познал мир. Это по статистике. Оказывается, человек 17 раз слышит «нет». Он что-то говорит, например, не бегай, упадешь, не кушай холодного, заболеешь. Не говори громко, неудобно. Ты что опять? И так далее, и так далее, и так далее. То есть постоянно, оказывается, человеку говорят нет, 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 нет. 17 раз, когда человек слышит отказ, слышит нет, один раз слышит да. Это приводит к тому, что сознание человека переобучается. Общество меняет человека. И тогда человек становится таким, что у него трафарет мышления, мыслит таким образом. Внимание! Он мыслит таким образом, что 11 раз он видит барьеры, когда один раз видит возможности. Его мозг становится таким, что на любую вещь, когда он смотрит, он видит сразу 11 проблем. Например, этот парень хочет быть успешным. Эта девушка хочет быть счастливой. Внимание, внимание. Этот парень очень хочет быть успешным. Но даже когда у него появится какая-то идея, тут же его мозг, его подсознание дает ему 11 проблем, 11 барьеров, трудностей. Какие виды? Барьеры такие: денег у тебя нет, у тебя не получится, все равно родители не поддерживают, это очень сложно, кому это нужно, то, что ты делаешь. Похожего вида. Поскольку у него трафарет мышления формирован, 11 мыслей, которые видят барьеры, трудности, проблемы, это все-таки 10 раз больше, чем одна мысль, которая видит возможность. И человек начинает себя убеждать, что пока это не надо. Подожди еще. Может быть, еще рано. Это, вот эти мысли, это из барьеры. Давай подожди еще. А вдруг, если не получится? И так далее, и так далее. Мозг начинает видеть эти барьеры и останавливает человека. Теперь внимание. Это даже если его собственная идея, вы внимание обратите, его собственная идея, он так относится, он так и эту идею не может использовать. А потом приходит 3-5 лет проходит, он видит, что кто-то это сделал, он смотрит, знаете, что говорит? Блин,
Это моя идея. Я так хотел делать. И потом говорит, вот эти люди использовали мою идею, они украли мою идею. Я об этом знал раньше. И сам себя удовлетворяет. Какого пользы от того, что ты знал раньше? Внимание, это даже его собственные идеи. Ребята, а теперь представьте, человек, когда формируется у него мышление таким образом, когда вы к нему подойдете и предлагаете возможность, он тут же видит 11 барьеров, 11 препятствий. Пожалуйста, внимательно мне послушайте. Сразу человек видит это 11 проблем. Эти проблемы такого рода. Это дорого, это не мое, я не такой, как ты. Я не могу этого, муж против, у людей нет денег. Такие барьеры, такие мысли. Эти мысли, они выходят из подсознания человека. И самое главное, он убежден, что он прав. Он убежден, что он прав. Потом, поскольку у него трафарет мышления формирован таким, он 11 видит сложности, когда видит один возможность. У него модель мышления формируется таким образом, что он ко всему подходит. Вот так работает его мозг. Пожалуйста, внимание. Инструмент, который у него в голове сидит для принятия решений, он мыслит таким образом. Получится или не получится? Делать или не делать? Поймут или не поймут? Сказать или не сказать? Человек принимает решение именно по такому подходу. Мое, не мое. Люблю, не люблю. Буду, не буду. Это модель мышления неудачников. Когда человек подходит ко всему, именно что принимает решение, таким образом. Люблю, не люблю. Нравится, не нравится. Чаще всего он выбирает легкий путь. Легкий путь. Не лучший, а где легкий. Он ищет легкий путь. А легкий путь это не есть путь к успеху. Пожалуйста, внимание. Соответственно, поскольку человек видит 11 барьеров, 11 трудностей сознательно, внутри человека есть два сила. Один из них это тот сила, который его мотивирует, то есть вдохновляет. Мы эту силу называем движущая сила. Это сила, которая вдохновляет человека, и он действует. В движущей силе что выходит? Благотворительности. Это его мечта. И так далее, и так далее. Вторая сила. Дорогие мои, если вы меня слышите, ставьте плюс, чтобы я понял. Видно, слышно? Отлично.
Пожалуйста, мне очень жаль, что именно в тот момент, когда кульминация, я хотел донести до вас такой связь. Но теперь вы меня внимательно послушайте, пожалуйста, не отвлекаясь. Договорились? Не отвлекаясь. Значит, внутри человека есть два сила. Одна сила – это движущая. А вот вторая сила – это то, что сдерживает человека, останавливает. Сдерживающая сила – это страх, сомнение, боязнь неудачи, лень, непунктуальность, откладывание на потом, промедление, ну и ладно, завтра делаю, или завтра начну, такого рода. Вот это все есть сдерживающая сила. Сдерживающая сила держит человека, тащит человека вниз, назад тащит человека. Теперь внимание, если человек, его мозг адаптирован, он привык, видит всегда 11 барьеров, 11 проблем, когда видит один возможность. У него что развито? Движущая сила или сдерживающая сила? Вопрос. Что развито? Второе. Сдерживающая сила. Правильно? Сдерживающая сила очень сильно развита. Пожалуйста, внимание. Теперь послушайте дальше. Получается, что это природа человека. Это было одно из ярких научных открытий, которые я делал. Я понял, что у людей, знаете почему у многих людей не получается? Не потому, что жизнь плохо или сложно. У людей не получается именно потому, что у них развита внутри сдерживающая сила. Они очень много накопилось негативный опыт, очень много боязни, очень много сомнений, и они ко всему относятся подозрительно. Вы подойдите к человеку, говорите правильные вещи, он все равно вас смотрит вот так, с подозрением смотрит на вас. Вы ему говорите правильные вещи, просто правильные вещи говорите, он все равно вот так смотрит на вас, что как будто ты хочешь его использовать. С недоверием. Внимание, обратите, это все откуда? Именно оттуда, что у человека в сознании есть 11 барьеров. Поэтому, когда вы подходите, когда вы рассказываете другим людям о своем бизнесе, эти люди начинают сразу видеть барьеры. И они рассказывают вам об этом, о этих вещах. И вы очень много нервов тратите, очень много энергии тратите, чтобы до них донести, чтобы нейтрализовать негативное мышление у них. Нейтрализовать у них вот это именно негативное видение. В основном ваши нервы идут на это. В основном вы тратите много сил, энергии, чтобы их убедить. А на самом деле, это их естественное состояние. Когда они говорят вам «нет», это не потому, что они тебе отказывают. Когда они говорят вам «нет», вас это задевает. Вам становится больно. Вам становится больно и вас задевает, потому что вы не знаете, как природа человека работает. На самом деле, эти люди не только вам, даже свои собственные идеи говорят «нет». Потому что он привык так мыслить. У него модель мышления такой. Он так поступит везде, не только к вам. Он во всем сомневается. Пожалуйста, внимательно послушайте этого. Получается, что много людей не могут быть успешными, и много людей не могут зарабатывать с того маркетинге. Они уходят из этого бизнеса, только потому, что они его не поняли. Они приходят к людям, рассказывают, те люди начинают возражение, те люди начинают отказ, те люди начинают... Внимание, внимание!
они начинают отказывать. Но они отказывают не бизнесу, не вам. Это их естественное состояние. Теперь вы меня слышали об этом. Теперь вы меня поняли. По крайней мере, я сейчас вам от их мышления говорил всего лишь 5%. Там еще много других механизмов. Очень много других механизмов, которые поможет вам это понять. В первую очередь, вы себя должны понять, что ваш мозг так мыслит. Он приучен так. Поэтому и у вас есть эти барьеры. Поэтому вы хотите, у вас есть мечта, вы хотите этого. Но это, она внутри вас, ваш мозг говорит, посмотри, у людей нет денег, и так далее, и так далее. Поскольку человек видит 11 барьеров, одну возможность, его мозг видит, уме. Соответственно, у него развита сдерживающая сила. Как вы думаете, сколько процент развита сдерживающая сила? Например, если мы возьмем 100%, сколько процент составляет движущий, сколько процент составляет сдерживающий? Как вы думаете? Молодцы. Вы прямо в точку. Действительно так. Это действительно так. 90%, 95% у разных людей по-разному составляет сдерживающая сила. У кого-то 98%. Вы знаете, вот это, но меньше 90 нету. Вот самое интересное, это действительно так. Когда я это понял, я понял, что многим людям сложно и не получается у них. Они мучаются, они умственно под давлением находятся. Не потому, что жизнь сложна, только потому, что он так думает. Он мыслит так. Что нужно делать? Нужно переобучать свое сознание. Переобучать. Чтобы вы хотя бы на 90% вы мыслили, у вас была движущая сила развита, нежели сдерживающая. Сначала вы сами станете таким, а потом этого вы должны обучать своих дистрибьюторов. Я сейчас просто пару слов сказал вам. А как этого обучать дистрибьюторов? Следующий урок расскажу. Не обязательно, чтобы ты был умнее всех, но обязательно, чтобы у тебя была команда умнее людей. Не обязательно, что ты был сам сильнее всех, но обязательно, чтобы твоя команда была сильнее. С того маркетинга, если я занимаюсь твой маркетинг, например, если я только сам понял это, если я только сам это делаю, у меня не будет большого успеха. Мой успех зависит от того, насколько я умею этого обучать, донести, чтобы мой дистрибьютор это делал. Мой успех зависит от того, что я грамотно говорю. Мой успех зависит от того, насколько грамотно говорит мой дистрибьютор. Мой успех зависит насколько от того, что я раскрепощен, а от того, что насколько раскрепощен и силен мой дистрибьютор. Вы внимание обратите. Моя сила это не я, моя сила это моя команда. Вот этого как до них донести? Как у него выращивать мозги, я скажу в следующей встрече, в следующем тренинге. Внимание. Пожалуйста, внимание. Когда вы сами, хотя бы на 90% переобучайте сознание, чтобы у вас была больше развита движущая сила, вот только тогда сознание приходит в точку понимания, сознание приходит в точку озарения. Это тот момент, когда ты полностью внутри уже спокоен. Например, задавайте мне любой вопрос, который по возражению задают вам люди. Вы согласны, что основная трудность вашего бизнеса, именно на это уходит много времени, именно на это вы тратите больше всего энергии, чтобы убедить людей, чтобы донести до людей, чтобы на их отказ отвечать.
чтобы на возражения отвечать. А теперь попробуйте, внимание. Вы по одному пишете здесь вопросы, и я попробую отвечать. Готовы? Стоп! Подождите, стоп. Я сначала отвечу на это 4 вопроса, а потом еще дальше. Договорились? Например, здесь вот Елена говорит, это не мое. Когда вам задают такой вопрос, спрашивайте, откуда ты знаешь? Видите, мой мозг понимает, что это один из барьеров из 11. Я понимаю, что человек это говорит только потому, что не понимает. Я сразу говорю, откуда ты это знаешь? Ты раньше занимался своим маркетингом? Чаще всего такие люди говорят нет. Тогда откуда ты делал вывод, что это не твое? Если ты даже не попробовал. Если ты даже не бывал. Может быть, именно это и есть твое вообще-то? Сейчас подождите, ребята. Дальше не идите. Я должен сначала это ответить на эти вопросы. Потом я скажу, дальше пишите, хорошо? Пока не пишем. Пока не пишем больше. Пожалуйста, не писать дальше. Когда человек говорит, что это не мое, я понимаю, что сейчас у него еще 10 будут такие барьеры. Один из них вот это. Я внимательно слушаю, говорю, да, понимаю. И чаще всего задавайте вопрос обратно. Откуда ты это узнал? Как ты это узнал? И я вам даю слово. Его ответы будут все поверхностные. То есть он от того, что эмоционально что-то его не любит, он лишь бы, чтобы вы не приставались к нему, он так говорит. Но когда вы заставляете его задуматься, он успокоится. Вы не сопротивляетесь, вы улыбаетесь и спокойно спрашиваете, в дружелюбном тоне. Мария говорит, сетевой маркетинг это очередной МММ. Тогда надо спросить, а ты знаешь, что такое МММ? Расскажи мне немножко. Да, это когда люди друг друга приглашают, когда друг друга подписывают. То есть, ты хочешь сказать, это финансовая пирамида. Ну да. Почему ты делал вывод, что сетевой маркетинг тоже является финансовой пирамидой? Но вы же зарабатываете, друг друга приглашая. Вот она здесь. Скорее всего, ты этим не занимался, поэтому ты точно не знаешь. Давай-ка я тебе освещу об этом. Давай-ка я тебе скажу. Смотри, давай тебе расскажу, что такое пирамида вообще. Существует вертикальная пирамида, существует горизонтальная пирамида. Горизонтальная пирамида всех производит это сок. И он его дает дистрибьюторам. Дистрибьютор дает региональным дистрибьюторам. Региональный дистрибьютор маленьким оптовикам. Маленький оптовик поставит его на розничный и продает. И этот момент нарисует вот эту пирамиду горизонтальную. Костюм, который ты одет, она приходит до тебя, доберется к горизонтальном пирамиде. Шоколад, который ты кушаешь, чай, который ты пьешь, она придет к тебе в горизонтальном пирамиде. Где существует продукт, это значит бизнес. А вот где нету продукта, люди получают деньги только потому, что кого-то приглашают. А вот эта пирамида, это МММ. Я тебя приглашаю только потому, что я вижу, что мы вместе можем делать хороший бизнес. В этом бизнесе в одиночке невозможно зарабатывать. Поэтому я тебя приглашаю, чтобы мы вместе сделали это. Потому что я там побывал, я видел людей, которые похожи как ты, но они супер зарабатывают. И я подумал про тебя. Но помни, я тебя приглашаю только потому, что я верю, что вместе можем построить бизнес. Давай так, ты посещай большой, вот скоро у нас будут мероприятия, презентация, ты послушай, а потом сам делай вывод. Посмотри на результат других людей, посмотри на успех других людей, а потом сам делай вывод. Но ты сейчас думаешь, что твой маркетинг это МММ, только потому, что ты не знаешь о твоем маркетинге. Твой маркетинг
Это одно из методов, использует, который продвигает продукт. По магазинам продукт продается по горизонтальной пирамиде, а так вот это затраты, рекламные затраты, аренды и так далее, отдается комиссионно. То же самое. Все твое мнение обосновано, потому что ты этим не занимался, не знаешь. Понимаешь? Все то, что человек не знает, он отрицает. Он игнорирует. Давай попробуем вместе с тобой посвящаем, а потом подумаешь ты сам. Смотрите, здесь написал Виталий. Команда пойдет только за лидером, а лидером в команде можно стать только своим примером. А, это вопрос или что-то, Виталий? Или это просто утверждение? Я понял. Команда пойдет только за лидером. А лидером в команде можно стать только своим примером. О, хорошо сказал Виталий. Давайте я чуть-чуть добавлю к этому мысли. Это возражение. То есть люди говорят, что я не лидер, так что люди идут только за лидером, я не могу быть лидером. Так говорят? Или что, Виталий? Хочу понять. Нет, ребята, я с Виталием общаюсь, никто ничего не пишет. То есть говорит, я не лидер, остальные не пишите, пожалуйста. Он говорит, я не лидер. Вот люди идут за лидером. Сразу, внимание. Тебе не надо быть лидером. Кто тебе сказал такое, что люди только идут за лидером? Кто тебе так сказал-то? Я тебе скажу вот что. У тебя есть друзья? Да. У тебя есть знакомые, с кем ты общаешься? Да. Запомни, и здесь такие сам себе найдешь. Нельзя себе сравнивать с другими людьми. Ты найдешь именно таких людей, которые ближе к твоему сердцу. Запомни, в любом человеке есть его потенциал. Может быть, как раз это для тебя возможность реализовать себя? Может быть, именно это для тебя место, где можно раскрываться и тренировать? И тут же начните говорить одну историю. Я видел там на презентации одного человека. Его зовут Маша. Вот она выступала, и она рассказывала свою историю. Оказывается, у нее было такое. Она боялась, что у нее не получится. Рассказывайте одну историю успеха. Рассказывайте. Примерно похожего человека, такого как она. И скажите, я предлагаю тебе в этот бизнес. Давай вместе пойдем на большое мероприятие, а ты сам потом подумай после этого. Ваша задача сначала чуть успокоить человека, осознать, что он нет говорит не потому, что бизнес не хочет, деньги не хочет. Как вы думаете? Эти люди же все равно деньги нуждаются. Им тоже деньги нужны, но они нет говорят только потому, что у них в сознании барьеры. Ваша задача терпеливо просто ждать. Терпеливо и потихонечку давать им правильные ответы, правильные вопросы, чтобы они, внимание, чтобы они сами себя убедили. Не вы убедили их, чтобы он сам себя убедил. Твоя задача всего лишь просто задавать вопрос. Он сам себя убедит через несколько минут. Внимание обратите. Я дальше пойду. У меня нет денег. У тебя нет денег? Внимание, у тебя нет денег? Сколько лет ты работаешь? Сколько лет вообще у тебя стаж работы? Он говорит, да 20 лет. Брат мой, если ты 20 лет работаешь, и у тебя нет такая сумма денег, значит что-то ты не так делаешь. Если у тебя нет денег, тогда тем более тебе надо этим заниматься. Ты понимаешь о чем? Потому что если нет денег, традиционный бизнес тебе ничего делать там. Это для тебя шанс. Если денег нет, тем более это тебе надо. А как ты собираешься эту проблему решать, если денег нет? Еще 30 лет ходить работать? Не верю в эффективность продукта. Хорошо? Ты попробовал наш продукт? Нет. Я тебе скажу одну вещь. Давай поговорим с тобой.
Послушай, сетевой маркетинг это единственный бизнес, где только можно продавать хорошие продукции. Плохой продукции по сеть вообще не продается. Продукт, который не дает результат, по сету он не продается вообще. Потому что ты не можешь всех обманывать. Ты понимаешь, ты одному расскажешь там, второму расскажешь, но ты не можешь всем врать. Понимаешь, тысячи людей врать невозможно. Сетевой маркетинг это такой бизнес, что там всегда продается самый качественный продукт. Плохой продукция невозможно продвигать по сети. Вот, давай я тебе скажу секрет сетевого маркетинга. Запомни на всю жизнь. Плохую продукцию никогда невозможно продавать по сетевой маркетингу. Ты можешь его в базаре продавать, потому что последствий нету. Ты этого человека больше, возможно, не увидишь. Но в сети ты это не можешь делать. Сетевой маркетинг это единственное место, где только хорошие продукты продаются. А ты это говоришь, потому что ты не попробовал. Даже если ты один раз попробовал, извини, это бади. Ты должен. Понимаешь, некоторые люди от того, что тоннами медикаменты пьют, настолько у них организм отравлен этими медикаментами, что даешь им, вот смотри, ты попьешь один раз, в следующий раз тебе надо доза антибиотика больше делать, чтобы ты почувствовал. Потому что твой организм уже адаптировался к этому. Поэтому для некоторых людей даже химикаты не действуют. Не то, что наши бади. Для некоторых людей даже элементарный лекарство, укол делают, на него не действует. Потому что он настолько уже пичкался этими уколами. А я тебе предлагаю бади, который поможет тебе. Тебе нужно просто понимать технологию действия этих бади. По чуть-чуть, они изменяют твое состояние организма. Попробуй, докажи мне, что она не работает. Просто попробуй и посмотрим. Но ты делаешь целый курс, как я тебе назначу. И тут же одна история. Один-два история людей, которые попили, людей, которые изменили. Не могу приглашать людей. Ну не приглашай. Кто тебе сказал, что твой маркетинг это приглашение людей? Внимание, обратите. Вы должны понимать, это просто мысли, которые у человека, один из барьеров, который есть. Я не могу приглашать. А мы сразу думаем, да, Лена не могут пригласить. Да нет, она еще как приглашать? Вы скажите, кто тебе сказал, что надо пригласить? Тебе не надо пригласить, просто тебе надо рассказывать. Никому никуда не приглашай. Просто рассказывай им, чем ты занимаешься. Ты же все равно о чем-то разговариваешь. Можно тебе спросить, когда ты с подругами сидишь, ты просто молча сидите, друг друга смотрите или о чем-то разговариваешь? Ты просто рассказывай. Скажи, что, ты знаешь, чем я занимаюсь? Не знаю. Они спрашивают, скорее. Я подписался одно сетевой маркетинг, а там такая классная продукция. А ты знаешь, я попил, у меня вот такие результаты. Рекомендовал там сестру, и она вот такое. Не знаешь ли ты кого-нибудь, кто нуждается этим продуктом? Никого не хочешь, не приглашай, но ты рассказывай. Все, рассказывай. Вы должны понимать, люди так говорят, не потому, что это действительно он не умеет приглашать. Они так говорят, потому что это один из мыслей, барьеры, которые у них в сознании. Твоя задача терпеливо ждать, пока это у него вот это все заканчивается. И когда чуть-чуть человеку даете понимать, у него растет уверенность. И вы ему говорите, пойдем на большой, я тебе просто скажу так. Пойдем на большое мероприятие, посмотришь сам и потом принимай решение сам. Ваша задача показать много результатов. Когда он пойдет на большое мероприятие, он видит много разных людей, и у него начинает расти результат. Запомните, успех зависит от уверенности в себе. А уверенность зависит от результата. Результат бывает два вида. Первый – собственный результат, второй – результат других людей. Если у тебя нет собственного результата, тогда показывай ему результат других людей. Показывай. Ведь история. Пусть он сам слышит, как люди говорят. Вот она круто. Открывай свой телефон, говорит, давай, подожди, я тебе кое-что покажу. Вот так, покажи. И покажи это ролик, скажи, представляешь, вот эта девушка, она была действительно как ты. Знаешь, вот так, вот так. Покажи историю. Супер история. Хочешь стать успешным в сетевом маркетинге,
Заполняй свою голову. Вот сейчас попозже буду прийти к этому еще. В среднем ты должен знать 20 историй успеха. 20. 20 историй успеха в твоем бизнесе, в твоем компании. Говори об этом. Показывай, рассказывай. Просто не молчи только. Да. Я же здесь мало зарабатываю. Ой. Аминечка, солнце мое. Подожди, кто не пишем пока. Пока я всех не закончу ответ, ничего не. Аминечка, солнце, любимая. Ты знаешь что? Это единственный бизнес, где нету потолок. Здесь каждый зарабатывает сколько умеет. Понимаешь? Кто-то мало, кто-то много. Я зарабатываю сколько я умею. Ты зарабатываешь сколько умеешь. Хочешь много зарабатывать? Пожалуйста. Ой, пожалуйста, сколько хочешь, давай. Покажи себя. Ты понимаешь, это единственное место, где с минимальными деньгами можно построить большой доход. Давай я тебя познакомлю с людьми, которые очень хорошо зарабатывают. И вот, послушай их. Бери у них пример. Ты здесь мало зарабатываешь в начале. Точно так же, как и в другом бизнесе. Точно так же и везде. Но если ты каждый день по 2 часа выделишь для этого бизнеса, стабильно, но каждый день, через полгода ты растешь, через год еще, через 3 года у тебя будет супер доход. Давай я тебя познакомлю с людьми, которые хорошо зарабатывают. Послушай их, потом делай вывод. Это понятно, как выявить потребность человека об этом. Это возражение. Дорого, нет денег, времени. Дорого? Подожди. По сравнению чего дорого? Ты можешь меня объяснить? Знаешь что? Я приглашаю тебя в бизнес, которым можно зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц. И тебе для этого требуется всего лишь вкладывать, не знаю, там, 10 000 рублей или 13 000 рублей. И это дорого? Покажи мне, где ты можешь 15 рублей вложить, а 2070 рублей? Ужас! Это все на какой-то носки просто. Я даже не знаю. Не знал, что 2000 рублей. Покажи мне, где можно 2000 рублей вложить, и можно зарабатывать хотя бы 100 000 рублей или 15 000 рублей. Даже если ты это сделаешь через год, через 3 года. По сравнению чего дорого? Объясни мне. Давай пойдем в традиционный бизнес. Знаешь, сколько денег надо вложить, чтобы зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц? Или хотя бы 15 000 рублей в месяц, или 100 000 рублей в месяц. Знаешь, сколько денег надо вложить? Да несколько миллионов. 10 миллионов рублей вложи, возможно, в месяц будешь зарабатывать от 100 до 500 000 рублей. И то у тебя какой риск? И я тебе говорю, пойдем иметь доступ к такому доходу. И ты говоришь, дорого? Дорогие мои, внимание обратите. Я все то, что говорил, вы не можете найти вопрос, возражение, который я не могу найти ответ. А вы знаете почему? Потому что мой мозг работает по-другому. Мне пришлось много пережить падений, много страдать. Вы поняли? Поэтому я не верю в неудачи. Но к тому же, будут люди, которые, знаете, они вам не нужны. Не пытайтесь всех убедить. Есть некоторые люди, которые, знаете, некоторые людей, которые лучше бы они не были в вашем бизнесе. Знаете, главная ошибка сетевиков какой? Самая главная ошибка сетевиков какой? Знаете какой? Самая главная ошибка сетевиков. Они подписывают все то, что шевелится на земле. Все, что шевелится на земле, подряд подписывают. Разве не так? Тащить всех подряд более красиво выглядит. А вот подписывать все то, что шевелится,
Это точно. Понимаете? Лишь бы, чтобы они были довольны. Лишь бы, чтобы он был согласен. Дорогие мои, вы можете выйти замуж на того, чтобы лишь бы он был согласен? Вопрос. Можете ответить честно. Лишь бы, чтобы он был согласен. Но так же невозможно. Это ваш бизнес. Вы здесь делаете бизнес. Вы с этими людьми путешествуете, с этими людьми сидите, с этими людьми кушаете. Половина, полдня вашей жизни уходит общение с ними. Вам нужны правильные люди. У меня к вам вопрос. У кого из вас есть в команде в данный момент, некоторые люди, внимание, у кого из вас есть в команде некоторые люди в данный момент, которые вы так хотели бы, чтобы они ушли, но зараза не уйдет? У кого из вас в команде сейчас есть некоторые такие люди, которые, вот думаешь, вот он ушел бы, но он уходит как назло. Вот именно он не уходит. Уходят те, которые нормальные. Видите, не все люди вам нужны. Пожалуйста, помните об этом. Если человек, вы общались немножко, вы видите, что он постоянно борется, постоянно ищет под ногтем грязь, чтобы вам доказать, что ты ерундой ты врешь. Зачем вам его убедить? Вы просто оставьте, уйдите дальше. Вы должны. Кто из вас замужем? Вот она говорит, женись. Астагфируллах. Астагфируллах. Внимание обратите. Пожалуйста. Кто из вас замужем? Как девушка обычно выходит замуж? Как она обычно выходит замуж? Внимание, пожалуйста. Если девушка начинает нападать на парней, начинает, понимаете, постоянно на них нападать, парни начинают убегать от нее. Да, они с ней будут дружить, но жениться не будут. Потому что они боятся таких девушек. Как делает девушка? Она ухаживает над собой, она сделает себя привлекательной, она вызывает взгляд мужчин к себе. Она развивает свою привлекательность. Ей не надо за парнями гоняться. Ей надо развивать свою привлекательность. Если она хочет хорошего мужа найти. Неважно, это девушка или женщина и так далее. Я только что дам совет, как выйти замуж, запомните. Что делает это? Развивать в себе мудрость, развивать в себе женственность, привлекательность. Чем больше она это в себе развивает, тем больше мужчины, парни замечают ее. И что она делает? Она смотрит на этих парней, на этих мужчин, скажем, и потом она сама артирует. То есть она ненужным отказывает, а вот нужным соглашается, говорит, вот это да. И на него выходит замуж. И тогда она найдет того, кто ей нужен. На самом деле, женщина принимает решение, кого женить на себя. Не мужчина. Это правда. Даже если мужчина принял решение жениться на нее, это тоже была ее заслуга, что она это сделала. Что вызвать у нее желание. Вызвать у него желание жениться на ней. Вы понимаете? Она это сделала, что у него вызвать желание. Вот так. Нет, Ольга, он не охотится просто, если вы не создадите привлекательность. Поверьте, это так. Да. Вот тогда он начнет хорошо охотиться. Вы создадите привлекательность, а потом он день и ночь пытается завоевать вас. Вы создадите привлекательность, а потом вы завоеваете его мысли, а он не может уснуть. Он ищет вас. Да. Чего?
Дорогие мои, вы учитесь что-нибудь? Вы начинаете меня понимать? Кто из вас брал для себя ценные уроки сегодня? Теперь у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. Кто из вас прочитал ту книгу, которую я рекомендовал? Я рекомендовал вам прочитать «Стратегию мышления богатых и бедных». Жанна говорит, один глаз приоткрылся, второй еще нет, да, солнце? Кто прочитал книги? Я рекомендовал, прочитайте «Стратегию мышления богатых и бедных». Пишите «я». Потому что без этого нам тяжело обойтись. Отлично. Ваша компания находится в состоянии, где вы должны найти внутри силу, двигаться вперед и построить эту компанию. Это в состоянии шторма. Корабль идет в состоянии шторма. Вам нужно сейчас построить свой бизнес. Не откладывать назад даже. Только вперед. В этом состоянии, именно в этом, вы помогаете вышестоящим, нижестоящим мотивируете. Вы помогаете вышестоящим, нижестоящим время. Вот таким способом вы двигаетесь вперед. Вы найдете мою книгу, называется «Духовные законы богатства». Эта книга формирует настолько фундамент вашего успеха глубоко, что никто не может вас остановить. Потому что когда я был банкротом, я был в долгу, я много страдал. И вот в тот момент я начал вспоминать все уроки, которые мне мой наставник давал. Я взял все лекции, прочитал и так далее. Мой наставник был просветленный человек. И вот тогда я начал работать. Я начал максимально работать над собой. Найдете эту книгу. Эта книга выпустил Alpina Publisher. Во всех книжных магазинах Россия есть. Украине есть. Вы закажите эту книгу, в любом книжном магазине достанет вам. Возможно, она у вас есть. Эта книга невозможное поможет вам сделать возможным. Я повторяю, невозможное становится возможным. Потому что на том положении, в котором я находился, почти было нереально. Было очень трудно. Но с помощью Бога я справился. Найдите эту книгу, тщательно изучайте эту книгу. Создадите баланс между духовным и материальным. Эта книга, видите, это веси. Все держи равномерно. Старайся все держать. Не нарушай духовные законы. Развивай свои духовные ценности. И тогда победишь. Тогда ты действительно победишь. Хорошенько, пожалуйста, изучайте эту книгу. Кто из вас хотел бы дальше учиться? Вопрос. Помогают ли вам мои знания? Если помогают вам мои знания, в 10-бальной шкале оцените их, пожалуйста. В 10-бальной шкале оцените, если они вам реально чем-то помогают. В 21 веке.